На встрече с главой Тувы Менги Ондар поделилась, что после торжественной церемонии Владимир Путин проявил большой интерес к деятельности Центра развития традиционной тувинской культуры и ремесел. Победа Менги Васильевны стала знаковой не только для тувинской культуры и науки, но и других малых народов России. Это подтверждает внимание президента к вопросам сохранения уникального национального наследия, отметил Владислав Ховалых. Наметили встречу с руководством и коллективом Центра, где Менги Васильевна трудится заместителем директора. Учреждение носит имя нашего знаменитого Хуомейжи Конгарола Борисовича Ондара. Наряду с проведением культурно-массовых мероприятий сотрудники Центра прилагают серьезные усилия по изучению и сохранению тувинской культуры. В экспериментальном режиме опробовали программы дополнительного обучения детей. Это касается тувинского языка, обычаев, национальных игр. Начато сотрудничество с учеными из Петербургской Кунсткамеры. Есть перспективные планы по открытию научной лаборатории при Центре для более углубленного изучения нашего фольклора и культуры. Обязательно поддержим новые проекты. Менги Ондар многие годы посвятила изучению и развитию фольклорного наследия тувинцев, способствуя созданию и реализации научно-образовательных и культурно-просветительских проектов, значимых для республики. Мы подали заявку в прошлом году, и проект звучит как «Наследие предков». И в этот проект входит очень много направлений. Это научно-исследовательская часть, потом идет организационная часть, и далее идет образовательная часть. В научно-исследовательскую часть входит моя монография. Эта монография называется «Особенности языка тувинско-греческих сказаний в сопоставлении с греческими сказаниями южносибирско-тюркоязычных народов». Это алтайцы, хакасы и шорский народ. Что касается образовательной деятельности, то на базе нашего учреждения реализуются кружки по сказительскому искусству, далее идет кружок по обучению тувинскому горловому пению хуэмею и различные мастер-классы. Для возрождения древнего сказительского искусства потребовалось не менее 10 лет, говорит Менги Ондар. Для возрождения сказительского искусства мы проводили очень много мероприятий. Туда входит разработка образовательных программ, учебных комплектов. И вот эти программы, эти комплекты, они были разработаны на основе той монографии, которую мы делали под руководством доктора филологических наук Миры Викторовны Баусюрун. Встреча с главой Тувы, несомненно, даст толчок до дальнейшей популяризации культурного наследия тувинского народа, подытожила Менги Васильевна. Когда речь идет о духовном развитии населения, вот все стороны заинтересованы в том, чтобы сохранить и популяризировать, и в том числе актуализировать культурное наследие тувинского народа. Почему? Потому что в основе развития республики, не только республики, скажем так, страны, стоит вот как раз-таки духовно-нравственные ценности. А эти ценности формируются благодаря только традиционной культуре. Получая премию президента, Менги Ондар процитировала пословицу «Нет доли счастливее, чем служить своему народу». Айра Асад, Азамат Очур, телеканал Тува 24.